Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Пашина. В студии Дмитрий Гудков, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» и депутат Госдумы 6-го созыва. Здравствуйте. Да, здравствуйте. С новостей начнем. Бывший гендиректор компании «Вымпелком» дело того самого о взятках руководства Коми, по которому уже сидят в СИЗО. Это самое руководство Республики Коми. На днях были задержаны двое фигурантов. Еще это два менеджера компании «Виксельберга». Слободин уехал из России. Сначала в целом, как вы считаете, это борьба с коррупцией? Это имитация борьбы с коррупцией перед выборами? Что-то еще? Да нет никакой у нас борьбы с коррупцией. Потому что, на самом деле, те законы, которые бы могли помочь в борьбе с коррупцией, они не принимаются. Начиная там с 20-й статьи Конвенции ООН, которая вводит институт конфискации собственности. Если чиновник не может объяснить, откуда у него это взялось, то по статье бы этой конвенции, 20-й статье Конвенции ООН, это бы конфисковалось. Это не ратифицированная конвенция. Потом у нас не расширен круг родственников чиновников, которые должны декларировать свою собственность. Поэтому, на самом деле, вот эта вся дискуссия про самолет Шувалова, она и появилась, потому что он оформил совершеннолетнего сына, и по закону, на самом деле, не должен. Совершеннолетний имел право, да. А вот это надо круг родственников расширять. Поэтому реальной борьбы с коррупцией нет, это показуха, но даже я бы в этом увидел, я вообще увидел не борьбу с коррупцией, а я увидел кризис экономики, который сокращает кормовую базу для всех наших чиновников, там, олигархов и так далее. И это говорит о том, что неприкасаемых больше нет. Это внутривидовая такая борьба за ресурсы, совершенно очевидно, конечно. Как вам тогда в этой связи предложение Жириновского о негласной амнистии капиталов? Он сегодня говорил в нашем эфире, предлагает, олигархи оставляют себе немножко на еду, все остальное отдают государству и живут себе спокойно. Фантазер. А нам нужны вообще олигархи? Или нам нужна государственная... Может быть, нам не нужны, конечно, никакие олигархи, но просто был даже принят закон об амнистии капиталов, но он не работает. Почему? Потому что капитал – это вещь такая, они бегут туда, где комфортно и где удобно. В нашей стране даже, извините, у нас виолончелисты держат из близкого, друзья там, нашего президента держат почему-то в панамских офшорах, а не в России. Почему? Потому что в нашей стране у тебя всегда могут, как говорил премьер-министр, так сказать, закошмарить любой бизнес, отжать и еще предпринимателей посадить. Вот все эти истории, начиная со сноса киосков, это история не про киоски. Надо понимать, что это история про собственность, это история про наше правосудие. Когда в любой момент у тебя твою собственность могут отнять, это только про киоски, это самая известная история. Еще Домодедово мы знаем, Башнефть, а я знаю сотни других историй, которые происходили в разных регионах, когда предприниматели просто сажали в тюрьму. Вот человек открыл дело, создавал рабочие места, платил зарплаты, платил налоги, а его еще закрыли. Потому что кому-то приглянулся его бизнес. Вот в этих условиях, когда нет судов, в этих условиях, когда у нас абсолютно бесконтрольные наши правоохранительные органы, у нас в стране 4 миллиона уже сотрудников силовых структур, мы занимаем первое место в мире по количеству силовиков. Даже в Израиле, где там террористические угрозы терактов самые высокие, в 1,5 раза меньше, на 100 тысяч населения силовиков. Так вот, в таких условиях никакие амнистии капиталов не помогут, потому что никто сюда вкладывать деньги не будет. Это и есть проблема нашей экономики. Но сама формулировка, само название амнистия капиталов уже предполагает, что капитал – это что-то преступное, за это надо прощать. Да, вы знаете, я сейчас 208 встреч провел в северо-западном округе Москвы, и вообще удивительно, я понял, что, оказывается, бизнес – это что-то такое, ну, люди относятся к бизнесу как к чему-то криминальному. Это меня, честно говоря, несколько шокировало, потому что как раз именно предприниматели, инвесторы, бизнесмены – это люди, которые создают рабочие места, платят налоги и вообще развивают нашу экономику. А у нас к этому отношение какое-то, как будто это жулики чего-то там у народа решили украсть. Мухлюют что-то. Мухлюют что-то. Вот это, конечно, меня сильно удивило, и много кто так думает. Михаил Слободин уехал из России. Как вы считаете, правильно сделал? Или должен был остаться, доказывать свою невиновность, раз он честный предприниматель? Ну, в нашей стране невозможно доказывать свою невиновность. Абсолютно. Потому что суды тоже подконтрольные всем нашим силовикам и нашей власти. Поэтому я на его месте бы, наверное, может быть, и как-то по-другому сделал, но я никогда не критикую тех людей, которые хотят просто остаться на свободе. Поэтому у меня есть мои знакомые, близкие, которые оказались в сложной ситуации и уехали. И я сказал, ну, правильно сделали. Зачем вам еще потерять свободу? Когда вы можете где-то, наверное, применить свои таланты за рубежом. Но это, конечно, плохо. Ну, понятно, что если бы он приехал сюда,
то ни на какое правосудие рассчитывать бы не приходилось. Ну вот, пожалуйста, про Домодедово же. История с Домодедово. Это же показательно для всех. Человек создал успешный бизнес. Вообще он не должен был нести ответственность ни за какие теракты. Это вообще ответственность нашей службы ФСБ. Почему она пропустила теракт? Отвечает у нас почему-то гендиректор аэропорта. Что вообще очень странно. Он Спасибо, просто что не стрелочник аэропорта, как у нас обычно любят. Конечно. Раз мы про экономику начали говорить, от наших слушателей вопрос про экономику. Стабилизационный фонд резко уменьшается. Откуда, на ваш взгляд, нужно изыскивать средства на выполнение социальных обязательств перед людьми? Откуда деньги брать? Да у нас денег скоро вообще ни на что не будет. Потому что деньги можно брать только из экономики, а экономика в этих условиях развиваться не может. Надо создавать условия для того, чтобы люди хотели в нашей стране вкладывать деньги в строительство предприятий, в создание рабочих мест, для того, чтобы они платили налоги, пополняли казну. Для того, чтобы экономика развивалась, первое, что нужно, это создать независимую судебную систему как минимум, чтобы защищалось право собственности. Что для этого нужно сделать? У нас сегодня в Конституции есть норма, которая позволяет, фактически президенту назначать федеральных судей. То есть, когда у нас исполнительная власть назначает судебную, на любом уровне все судьи будут занимать сторону чиновника. Это совершенно очевидно. Поэтому нам нужно провести серьезную судебную реформу. Председатели судов должны не президентом назначаться, а должны избираться самими судьями, которым надо предъявлять больше требований и по стажу, и по образованию. И председатель суда – это не начальник суда, это координатор, который должен избираться и ротироваться раз в 2 года. То есть нам судебную систему нужно сделать независимую от исполнительной власти. Это вообще ключевое, фундаментальное условие для развития экономики. Нам также нужно бороться с монополиями. Вот у меня сколько знакомых, ребята из Сколково занимались, производили спутники, маленькие спутники. Там для, погоды замерять, фотографировать и прочее. Приехали в Сколково, стали создавать, а потом поняли, что для того, чтобы им запустить в производство массово эти спутники, им нужно 10 лицензий оплачивать Роскосмос. Мы внесли законопроект о развитии частной космонавтики, потому что эта сфера очень перспективная. Например, в США рынок геосервисов дает почти $2 триллиона в год, а частная космонавтика является частью этого большого рынка. Так что, Роскосмос заблокировал нам этот законопроект, и поэтому все наши ученые, все наши инноваторы уехали теперь и делают бизнес в Силиконовой долине. Роскосмос чем это объяснил? Не нужны частные инициативы? Конечно, как так-то в частные руки космос? Я говорю, какой космос? Речь идет о маленьких спутниках, которые должны быть, фотографировать поверхность Земли. Это же, для этого не нужно 10 лицензий. Дайте людям, они ничего от государства не просят, создают рабочие места. Изобрели эти технологии замечательное производство спутников. Это я частную одну историю рассказал. А если везде если в целом отвечать на вопрос, поэтому борьба с монополиями. Деньги? Значит, судебная реформа. А деньги могут только из инвестиций брать. Получится. Мы поняли же, что за границей инвестировать у нас не будет с таким отношением к нашим родным предпринимателям. Естественно, откуда еще брать? Свои можно думать, что можно надеяться, что цены на нефть взлетят и станут, больше, чем $100 за баррель, но это нереально. Почему? Потому что у нас себестоимость сланцевой нефти, а наша власть уже проспала эту сланцевую революцию, проиграла. Потому что себестоимость добычи сланцевой нефти $50 за баррель. И сейчас будет идти вниз, потому что технологии там тоже развиваются. Мир переходит на электромобили. Уже в Европе есть беспилотные такси. А мы все мы все тратим на силовиков, на войну в Сирии мы тратим 150 миллионов рублей за один день. Один день войны в Сирии 150 миллионов рублей. То есть на эти деньги можно содержать 300 учителей целый год. Понятно, вам на Сирию, на мелкие удовольствия чиновников в виде аренды яхты. Если мы хотим развивать экономику, нет никакой другой альтернативы, чем создание условий для улучшения делового климата, инвестиционного климата. Все, нет вариантов других никаких. Но у нас нет вариантов, как прерваться на короткое время, а затем мы вернемся в эту студию. Мы продолжаем. И в нашей студии Дмитрий Гудков, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко». Мы не закончили с экономикой. Наши слушатели пишут, что неправильное, Дмитрий, у вас представление об экономике. Да, раскулачить олигархов, отобрать деньги, отдать пенсионерам на социальные нужды. Почему нет? Давайте еще раз. Для того, чтобы у нас экономика развивалась, первое, что нам нужно сделать, я уже об этом сказал, это создать независимую судебную систему, которая бы позволяла бы нам защищать свое право собственности. Без защиты прав собственности никто в нашу страну ничего вкладывать не будет. Потому что у тебя в любой момент могут отобрать. Это первое. А дальше,
как это ни странно прозвучит, сменяемость власти нужна для развития экономики. Потому что когда сидят одни и те же, никого никуда не пускают, у нас качество решения на любом уровне будет просто, мягко говоря, оставлять желать лучшего. А для сменяемости власти, вот я уже даже, знаете, шучу, что в прошлом веке, когда мне было 10 лет, 90-й год, по телевизору можно было увидеть дебаты Жириновского с Зюгановым. Сейчас 21 век, мне уже 36 лет, телевизор я не смотрю, но если я включу телевизор, я тоже смогу увидеть там дебаты Жириновского с Зюгановым. Правда, это уже не дебаты будут. Это называется стабильность. Да, стабильность у нас. И есть другие слова на эту тему не для эфира, для нашего. Да. Единая Россия тоже с 99-го года, вот эта власть уже 17 лет. Поэтому необходимо и в Конституции менять нормы о выборах президента. 2 срока по 4 года должно быть. А не как сейчас, 2 срока по 6, потом Медведев, потом еще 2 срока, и до бесконечности. А потом по просьбам трудящихся. Да, поэтому сменяемость власти, независимость судебной системы, разделение властей. А дальше уже, конечно, борьба с монополиями на любом уровне. И частные монополии нам не нужны, и государственные, тем более, монополии не нужны. И 44-й закон надо отменить, из-за которого у нас появляются короли госзаказа. Наверное, знаете такую рубрику. Одни и те же люди получают всегда госзаказы и выигрывают, как пишут. На самом деле они ничего не выигрывают, потому что по 44-му закону решением президента, правительства можно без всяких тендеров, без всяких заказов, без всяких тендеров и конкурсов отдавать государственные заказы. Вот это тоже надо менять. Надо минимизировать вообще влияние государства в экономике, потому что постоянные многочисленные проверки. Ну и, наконец, я сейчас основные просто вещи перечисляю. И, наконец, нельзя так тратить деньги, как мы тратим. Это просто безумие. У нас из 15 триллионов рублей нашего бюджета 5, то есть 30% денег наших всех, каждый 3-й рубль уходит на содержание 4-миллионной уже армии силовиков, я про это сказал, включая там это не только военные расходы, там все. У нас сейчас Нацгвардия появилась, 380 тысяч человек, которые дублируют функции полиции, дублируют функции ФСБ. То есть вместо того, чтобы дать больше денег просто участковым и оперативникам ФСБ, которые реально с терроризмом борются, они создали еще параллельную структуру, а на все остальное расходы сократили. Вот 30% на эти цели, на образование 3,5%. В итоге у нас бюджетных мест уже нету. В итоге у нас МГУ вылетел даже из 100 лучших вузов мира. Ну, мы знаем, у нас на медицину, уже посоветовали. конечно, идти, да. На медицину 3% выделяется. А никакая экономика, я уже не говорю про науку, никакая экономика невозможна без здоровых и образованных людей. А у нас с этим очень сейчас плохо все становится. Поэтому у нас разваливается и медицина, и образование, и наши ученые уезжают в другие страны, находят себе там применение. А наша армия силовиков растет. Ну, то есть это просто кто будет вкладывать деньги в экономику нашей страны, где такое количество силовиков, которые тебя еще и проверяют постоянно. Вот если мы вот эти вот фундаментальные вещи не поменяем, а сейчас пришло время именно фундаментальных изменений. Потому что все, закончилось время высоких цен на нефть. Дальше надо думать о развитии экономики и перезапуске экономики. Вот что нужно сделать. А там уже какие сферы развивать, это уже отдельный вопрос, это долгий разговор, наверное, не на 1 час. Но вот без тех вещей, которые я сейчас обозначил, экономика развиваться не будет. Ну тогда от экономики перейдем к политике. Максим из Москвы пишет. Завидую жителям Тушина по поводу встреч, да, с избирателями. Но почему в других одномандатных округах Москвы, Яблоко и Парнас не договорились о едином кандидате? Вообще, просит слушатели прояснить вопрос, конкурируют ли Яблоко и Парнас на выборах? Там были разные разговоры. В итоге что? Договорились еще в Центральном округе Москвы. Поддерживает профессор Зубова и Яблоко и Парнас. Но я же не вхожу в руководство никакой партии. Я вообще сам выступал за то, что был единый список. Я призывал это и съезд Яблоко, и был на конференции Парнаса. Но, к сожалению, мне не удалось убедить. Наверное, там есть какие-то сложности в взаимоотношениях давние. Я же не являюсь даже членом партии никакой. Но, тем не менее, вы от партии Яблоко. Да, я выдвигаюсь от Яблока, но, по крайней мере, хотя бы на базе Яблока все-таки коалиция широкая сформировалась. Ну вот посмотрите, там, кроме меня, еще Владимир Рыжков, который сейчас по Алтаю идет, и вообще он 3-й номер списка. Лев Шлосберг, человек, который защищал псковских десантников, мужественный, волевой политик, его избивали, чуть там не убили. Его незаконно выгнали из областной думы, газеты его пытаются прикрыть. А он ничего не боится, идет вот вместе с нами.
Потом посмотрите, кто еще. Галина Ширшина была мэром Петрозаводска, независимым мэром. Ее взяли и незаконно тоже лишили полномочий. Режиссер Сакуров в Питере, Светлана Ганушкина у нас правозащитница. Она идет в Чечне. И многие другие. Евгений Витишко, эколог. Андрей Заякин, Диссернет общество. Он идет под Дальнего Востока. Почему вы все-таки решили от яблока? В 2011 году вы очень, во время вот этих протестов несистемной оппозиции, вы очень эффективно, я бы сказал, сотрудничали с Навальным. Почему не Парнас, я со всеми сотрудничаю. Вот в моем округе объединились все команды, и все команды мне сейчас активно помогают в этой кампании. Именно поэтому нам все-таки удается хоть какой-то результат показывать сейчас. Я надеюсь, что мы выиграем этот округ именно благодаря объединению. Просто, к сожалению, демкоалиция развалилась, ну а на базе Яблока как раз она появилась. Пусть она не такая, как хотелось бы, наверное, но вот те фамилии, которые я назвал, это люди, которым я доверяю, это люди, с которыми я давно знаком. Я уверен, что при прохождении Яблока в Думу, я все-таки уверен, что несмотря на всю эту социологию, я в нее не верю. Я сейчас про это могу вам рассказать. Я все-таки верю, что Яблоко сможет преодолеть 5% барьер, и нам нужна фракция. Я не хочу быть больше там единственным или почти единственным независимым депутатом, от которого мало чего зависит. Я прекрасно понимаю, что даже небольшая фракция может как минимум мракобесие все остановить, как минимум вернуть нормальную дискуссию в Думу, чтобы она прекратила обсуждать всякую чушь, наподобие там в какой цвет Кремль перекрасить, внешнюю политику и кому чего запретить. Даже небольшая фракция способна вернуть полемику и обсуждение именно актуальных проблем экономики, коррупции, социальных проблем и так далее. Если представить себе, что Парнас проходит тоже, вы будете в Думе как-то сотрудничать? Замечательно. Конечно, будем в общей коалиции. Я так скажу. С Виктором Мальцевым вне зависимости от того, я буду сотрудничать со всеми теми людьми в рамках своих политических взглядов, безусловно. Я могу сказать, что меня поддерживает Володя Карамурза, у которого сегодня юбилей, 35 лет. Я, Володя, поздравляю тебя с днем рождения, наверняка ты нас слушаешь. Вот, он меня поддерживает, он как раз представляет демкоалицию. Илья Яшин, например, скоро приедет ко мне в субботу с докладом вот с вами «Криминальной России», где мы будем это обсуждать. Так что у меня со всеми хорошие отношения, но это, правда, одномандатный округ. Ну, понятно. Фракция нужна, потому что все равно Дума избирается по смешанной системе, половина депутатов будут избраны по одномандатным округам. Они всегда голосуют более независимо, чем списочники, и, возможно, разные интересные коалиции. Если будет какая-то альтернативная платформа, если будет нормальная полемика, то можно будет договариваться по каким-то, создавать коалиции по конкретным законам. Персоны не важны. Виктор Мальцев в Думе, будем тоже сотрудничать, договариваться, создавать коалиции. Если мы будем договариваться по поводу всенародных, например, выборов мэра, конечно, мы все вместе будем голосовать за всенародные выборы мэра. Наверное, есть какие-то у нас расхождения. Я на самом деле просто его плохо знаю, чтобы сейчас обсуждать именно вот эту конкретную кандидатуру конкретного политика, но 100% все, что касается политических изменений, все, что касается борьбы с коррупцией, здесь, я думаю, никаких разногласий быть не может. Я на самом деле больше ищу союзников и стараюсь вообще ни в каких вот этих дрязгах и конфликтах между разными оппозиционными силами не участвовать, наоборот, пытаюсь всех примирить. Вот в моем округе у меня получилось. Миротворец Дмитрий Гудков в нашем эфире. Мы вернемся после небольшого перерыва. В студии программы «Особое мнение» Дмитрий Гудков, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко». Павел из Дубны спрашивает, не смущает ли вас, Дмитрий, что многие, собирающиеся голосовать за «Яблоко», не являются сторонниками Григория Явлинского? Причем эта партия персонифицирована, так считает Павел. Многие говорят, что готовы голосовать за «Яблоко» просто для того, чтобы в Думе была представлена хоть какая-то оппозиция. Ну, я так могу сказать, что кому-то я не нравлюсь, кому-то Рыжков не нравится, кому-то Явлинский не нравится. Я думаю, что голосовать надо не за кого-то, а за себя надо голосовать. Потому что, ну, тогда мы все останемся без независимой демократической фракции. Ну, и дальше мы получим все те же самые законы. У меня сегодня на встрече был молодой человек и сказал: Дмитрий, а зачем вы играете в эти игры? С этой властью вы же прекрасно понимаете, что выборы нечестные. Я ему сказал, говорю, во-первых, я не играю. Я иду и серьезно пытаюсь бороться на этих выборах за победу. Это первое. Второе, никаких игр нет. У меня нет иллюзий, что выборы нечестные, безусловно. Потому что нет равного доступа к СМИ. Мои оппоненты все в телевизоре спрятались. А я хожу по дворам, 208 встреч у меня уже было во дворах. И это не игры, потому что закон Яровой, это все на самом деле. Вот это мы можем на себя ощутить. Я не знаю, там закон Димы Яковлева, это не игры, дети погибли. Дети-сироты, которых не могли усыновить, инвалиды, которых невозможно было вылечить. Я не знаю, бюджет, где
сокращены расходы на медицину, это не игры. 300 тысяч человек в 2015 году, которые от онкологии погибли, это все на самом деле, это наша жизнь такая. Альтернативы нет никакой. И на самом деле я хочу обратиться к тем, кто говорит, что я не хочу голосовать, не буду ходить в этих нечестных выборах. Все какой бесполезно. смысл? Все бесполезно. Друзья мои, власть счастлива, что вы не ходите на выборы, потому что она всегда контролирует 15% избирателей. Это сотрудники разных бюджетных учреждений, которые точно придут и точно за эту власть проголосуют. Или их привезут автобусами на эти избирательные участки. Поэтому, когда мы не ходим на выборы, вот представьте, на выборах мэра Москвы явка была 32%, то есть 2/3 не пришли. При такой явке те 15%, которых власть контролирует, превращаются сразу в 45%. То есть вот мы не участвуем в выборах, власть уже 45% еще раньше Чуров подрисовывал. И вот из-за нашего неучастия мы получаем монополию власти. Вместе с этой монополией власти мы получаем закон о Яровой. Вместе с этой властью мы получаем, я не знаю, там, капремонт или все что угодно. Все, что вам не нравится. А потом мы живем по этим законам 5 лет. Поэтому я иду, я пытаюсь менять хоть что-то. Нравится кому-то это, не нравится кому-то. Конечно, нечестный выбор. Ну, а вы можете сделать честными, я бы в честных участвовал. Я бы на дебаты с удовольствием сходил бы. На хорошие дебаты, на любые дебаты. Но у меня нет такой возможности. Я участвую в тех условиях, которые созданы. Не мною они созданы. И буду потом пытаться в Думе, если у меня все удастся, менять и бороться за то, чтобы эти законы менялись. Искать союзников я буду. Поэтому я и всех призываю, кто готов вместе со мной участвовать, приходите к нам в штаб. Вот у меня на сайте gudkov.ru вы можете записаться. Можете в колл-центр записаться, если вы из других городов. Помогайте звонить моим избирателям, переубеждать. Можете деньгами помочь. Деньгами помогайте. Можете время своим пожертвовать. Мы сейчас волонтеров ищем для поквартирного обхода. Ну, приходите, 2 часа потратьте хотя бы немножко. Связаться можно с нами через сайт gudkov.ru или, например, наблюдателями, если хотите быть. Помочь нам, чтобы не украли выборы. Приходите, не знаю, там, ко мне в штаб Яблоко. Вот Яблоко сейчас собирает тоже наблюдателей. Слушайте, тут на эту тему уже целый сериал. На сайте я18, по-моему, .ру. Вот Да, сайт, записывайтесь, наблюдатели, помогайте. Пишут. В прошлой программе Ольга Журавлева спросила, платите вы волонтерам или не платите. Кат в своем блоге написал, что волонтеры работают бесплатно, деньги получают в штаб. Вы сказали, я так понимаю, что волонтеры получают зарплату. Вот слушатели все пытаются разобраться, что там происходит. Значит, смотрите, еще раз. За деньги? Волонтеры, у меня 3000 волонтеров, на самом деле почти 3000 волонтеров, они проживают в округе, они зарегистрированы на моем сайте gudkov.ru. Никаких денег не получают. Это те люди, которые помогают, встречи организовывать. Многие даже из волонтеров деньги присылают, жертвуют. Но чтобы это все координировать, 3000 человек, чтобы готовить вот эти вот встречи, чтобы распространять большое количество газет, чтобы придумывать, я не знаю, там, дизайн какой-то там этих листовок, газет, чтобы плакаты расклеивать, объявления расклеивать. Вот это все требует денег. Координаторам, конечно, мы платим, расклейщикам мы, безусловно, платим. Но помимо этого у нас еще и волонтеры. Их 3000 человек. И еще нам нужно около 500 для поквартирного обхода. Поэтому приходите. Мы вот full time, кто работает 24 часа в сутки уже практически, те люди, безусловно, получают деньги. За работу мы требуем с них. Те люди, которые приходят, там, помогают раз в неделю, кто-то 2 раза в неделю, кто-то 2 часа всего за все время. Это люди, которые жертвуют свое время бесплатно. Поэтому смотрите, что вы можете сделать для нас. Мы тут узнали на днях, что Левада-центр иностранный агент. Власти не нужны какие-то более-менее честные соцопросы? Не хочется видеть объективную картинку или что? Или перед выборами как-то призывают быть аккуратнее с подсчетами? Знает прекрасно все честные соцопросы. Потому что есть масса всяких разных структур, которые все честно замеряют и честно рассказывают. То есть они там честно знают, они хотят, чтобы мы не хотят, чтобы мы честно все знали. Да. Потому что когда Левада-центр рассказывает, что рейтинг «Единая Россия» упал, а я это чувствую, фиксирую, вот тоже там в ходе своих встреч, в ходе социологии, то, конечно, власти невыгодно, чтобы мы все об этом узнали. Потому что если вот мы сейчас все узнаем, что рейтинг «Единая Россия» упал, не только слушатели «Эхо Москвы», а вообще вся страна, то все взбодрятся как-то и пойдут на выборы и поймут, что есть шанс сделать так, чтобы не было монополии. Конечно, это не нужно. Вот. Плюс еще идет определенная инерция, когда уже власть даже сама себя не всегда контролирует, но
какие-то студенты где-то разделись, там уже это самое. Следственный комитет проводит свои расследования. Вместо того, чтобы проводить антикоррупционное расследование, они тут расследуют, кто, как и зачем разделся. Угу. Ну, там... Мне сказали, что вот этот молодой человек, который покемонов, он не раздевался. Он не, да, я понял. Да. Он сейчас в Екатеринбурге, по-моему. Да. Мне сказали, что там из 7 следователей 4 следователя занимаются им. А все, он уже... Они с ума, что ли, сошли? Он уже экстремист, у него нашли шпионскую ручку нашли, все, да. Сейчас все наркотики найдут, еще что-то найдут. Почему с ним так сурово? Это просто вот эта инерция, вот этой мракобесной машины, которая вот она движется, остановить ее очень сложно. И на самом деле зря вы все смеетесь над заявлением муфтия, который сказал, что женщинам надо делать, извините, обрезание. Нас всех это ждет. Нет, да просто это очень смешно сейчас выглядит. Вы знаете, я просто помню, наверное, год 2008, что ли, или 2009, или, может, 2010, когда в Белоруссии людей задерживали за то, что они выходили с мягкими игрушками. Помните, такая была акция, да. И я думаю, помню, что мы все смеялись, думаю, ничего себе в Беларуси, до чего они докатились. Но у нас-то так нету и не будет никогда. Угу. А когда с зонтиками люди выходили в поддержку телеканала «Дождь», это же еще хуже. Угу. Мы уже опередили Белоруссию и движемся дальше в сторону Северной Кореи. Поэтому когда-то и в Иране, до 1979 года, до этой исламской революции, вполне себе женщины ходили там. Там было светское государство, нарядные. Можете посмотреть, все, кто не верит, посмотрите Иран, фотографии до 1979 года. Прямо вот в интернет зайдите и посмотрите. А потом все, пошла борьба за духовные скрепы. Сначала там с геями боролись, потом там еще с чем-то. Сейчас уже за нарушение личной жизни, правил личной жизни, вас уже или семейной жизни посадят там в тюрьму. А женщины все принудительно носят паранджу. И по-другому никак нельзя. Ну вот до чего доводит. Все самые смелые фантазии воплощаются в итоге в жизнь. Безусловно. Просто надо прекрасно понимать. Ну, хотите, не участвуйте в выборах. Только потом не удивляйтесь, когда за вами придут. Если ты не занимаешься политикой, значит, она занимается тобой. Вот кто просто это не понял, но до того, значит, это дойдет когда-нибудь. Хотелось бы, чтобы не через желудок. Не так много времени у нас остается. Вернемся к последним новостям. 57-я школа московская, развивается скандал. Теперь уже уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов высказался. Как-то он долго думал, но в итоге выступил резко. Значит, он сказал, что нужно отменить сроки давности за половые преступления против детей и снова предложил ввести хирургическое и медикаментозное лечение педофилии в соответствии с законом. Ну, просто сейчас на любой истории у нас каждый пытается напомнить о себе. Вот у нас, я понимаю, что все обсуждают эту историю, но я вижу здесь больше не попытку решить проблему, а попытку напомнить о своих каких-то инициативах и попасть в прессу, еще куда-то. Вот это мне очень не нравится. Потому что я думаю, что подобные вопросы можно было бы без какого-то шума разрешить. Ведь на самом деле, представьте, в каком сейчас состоянии родители тех детей, которые ходят в эту школу, учителя, которые там работают. Они тут при чем? Тем не менее, мы понимаем, что на этой волне вполне могут изменить закон. Нужно отменять срок давности. Потом эта волна пройдет, вот пройдет волна, что-нибудь еще у нас случится. Еще кто-нибудь в храме спляшет или за покемонами будет, за покемонами бегает, я не знаю, там в Кремле или на Красной площади. Например. И все. И внимание прессы и всех остальных переключится на покемонов или еще на кого-то там, я не знаю. На мягкие игрушки. На мягкие игрушки, на там, не знаю. Хорошо, но тем не менее, как вы считаете, нужно ли отменять срок давности за половые преступления против детей? Правильно? Может быть, он правильно предлагает. Знаете, да, пиарится, но предлагает правильно. Честно, что я не могу быть специалистом по всем темам. Я бы лучше послушал экспертов, что они думают на эту тему. И потом бы решил. И не надо здесь делать каких-то заявлений, надо провести хотя бы какую-то профессиональную дискуссию, как решать эту проблему. А то у нас все политики, они специалисты, пожалуйста, и на дуде игрец, там, и в ЖКХ разбираются, и, не знаю, и во внешней политике, и в футболе, и, не знаю, и в журналистике, как статьи писать знают. Поэтому здесь должны быть специалисты и профессионалы, которые должны спокойно, без всяких вот этих эмоций, обсудить, как быть в такой ситуации. Ну, если вы депутат Госдумы, предположим, следующего созыва, вот такой закон, давайте отменяем срок давности. Голосовать нужно за или против? Ну, для того, чтобы голосовать, я бы однозначно принял участие в этой профессиональной дискуссии. Потому что, когда в этой Думе... У меня тоже были ситуации часто, когда я вот не знал, как правильно голосовать. Вот, я приходил, я общался, я звонил. Вот, например, когда там была история с диссертациями,
Я с Андреем Заякиным пригласил его в Думу. Я говорю: Андрей, давай мы с тобой разберемся, что делать с сроками давности по диссертации. Он мне все полный дал расклад. Потом мы пригласили ученых. Мы сели, обсудили, подготовили текст, внесли, и была понятна четкая позиция. Не рубить с плеча. Нельзя рубить с плеча. Сейчас эмоции, даже я не буду никаких заявлений делать, пока все тут кричат, извините. И каждый там предлагает всякие разные идеи. В этом потоке криков невозможно высказывать никакую аргументацию. Законопроект — это блюдо, которое подают холодным. Конечно, подождем. Это как вот, если хочешь принять правильное решение, подожди 3 дня. Вот давайте подождем, не знаю, 3 дня или 3 недели, а потом будем принимать грамотные, взвешенные решения. А сейчас это эмоции. Ну, это было особое мнение Дмитрия Гудкова, кандидата в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» и депутата Госдумы 6-го созыва. Всего вам доброго и до свидания.